Это интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит» и я ее ведущий Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня у нас в кресле игрока директор Республиканской специальной библиотеки для незрячих Айшат Басханова. Айшат, Маршал, немножко расскажите про библиотеку. С удовольствием. Это моя любимая тема. Я уверена, что большая часть населения республики не знает о существовании такой библиотеки для незрячих, но мы работаем более 60 лет уже, наша библиотека функционирует. И хочется сказать, что проблема инвалидов по зрению – это больше даже социальная проблема неравных возможностей, чем проблема здоровья. И наша библиотека оказывает весь полный комплекс социальных услуг. Это не только выдача книг. Мы проводим полный комплекс мероприятий по реабилитации и абилитации инвалидов. Очень часто этих людей, мы работаем и с детьми, и со взрослыми, называют особенными людьми. Но согласитесь, что мы все особенные. Конечно. Мы особенные для нашей семьи, для наших родных, близких, друзей. И вот эта особенность тех наших читателей, нашей целевой аудитории, я надеюсь, я верю в это, что эта особенность станет еще одним поводом для любви и заботы о них. И я, пользуясь случаем, на вот эту широкую аудиторию, очень надеюсь, хочу пригласить всех в нашу библиотеку, не только инвалидов по зрению, у нас порядка 40 тысяч экземпляров очень хорошей литературы, и для людей, у которых все со зрением хорошо. Вот, и предлагаем прийти, просто посмотреть, как мы работаем, познакомиться с нашими читателями, у которых есть очень много талантов, которыми мы делимся на самых разных площадках. У нас есть еще и своя звукозаписывающая студия. Мы начали этот проект в 2019 году. Проект по созданию аудиокниг. Мы записываем их с помощью наших театралов, наших актеров театров. Заработает на этом звуковом оборудовании тотально незрячий наш сотрудник Рустам Мальцаков, его зовут, и он творит просто чудеса на этом оборудовании. Он просто великолепный звукорежиссер. И хочется еще поделиться замечательной новостью о том, что наша библиотека стала инициатором создания рельефно-точного шрифта по Брайлю на чеченском языке. И мы первые в СКФО, обладатели национального шрифта по Брайлю на чеченском языке. На самом деле это очень круто. Это высший пилотаж. Это не просто круто. Хорошо. Айшат, давайте, если вы готовы, мы начнем нашу игру. Да? У нас 10 вопросов, и у вас 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать 2 оптимальные для вас. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Хорошо. Что вы выберете? Звонок другу и право на ошибку. Хорошо. И наш первый вопрос звучит так. Что являлось важным элементом традиционного чеченского дома? Очаг, оружие, стол, холодильник. Очень хочется пошутить. На самом деле, одна из книг, у меня много настольных книг, одна из этих книг называется «Кодекс чести самурая» Сунь Цзы. И в этой книге, вот через всю книгу, вот просто вот тонким шрифтом написано о том, что человек выиграл войну в том случае, если он не вступил в бой. Хочется сказать оружие, но мы все знаем, что это очаг. Вот, уверена, что это правильный ответ. Ответ очаг ваш. Да. Ответ принят. Котлы, очаг и особенно ажачная цепь, на которой висел котел, были почитаемы у чеченцев. Абсолютно верный ответ. У очага, обычно располагавшегося в центре дома, после ужина собиралась вся семья. Здесь уже обсуждались все хозяйственные и жизненно важные вопросы. Сложились даже соответствующие термины. Ц – дом, циннан – хозяйка дома, цинда – хозяин дома. Все это говорит о роли очага в жизни людей. Следующий вопрос. Кто был наибом имама Шамиля? Бейбулат Таймиев, шейх Мансур, Алибек Хаджи Алдамов, Байсан Гурбиноевский. Я тоже знаю ответ на этот вопрос. Это второй, пока что мы набираем. Да, только вчера мной было приобретено великолепное подарочное издание в авторстве Льва Толстого «Шейх Мансур». Но правильный ответ – Байсан Гурбиноевский. Ответ принят.
Все эти личности являлись военными, политическими, религиозными деятелями. Например, шейх Мансур – это военно-политический, религиозный деятель, исламский проповедник, военачальник, первый имам Северного Кавказа, предводитель народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа. А также его некоторые называют первым кавказским революционером. А верный ответ, Байсам Гурбиноевск, абсолютно верный ответ. Полководец Наиб имама Шамиля, национальный герой чеченского народа. Третий вопрос. Что чеченцы использовали в качестве тягловой силы? Волов и буйволов, коз и баранов, коров и ослов, лошадей и буйволов. Я в растерянности. Валы и буйволы вряд ли, не думаю. Может быть, эти коровы и ослы? Или лошади и буйволы? Или козы и бараны? Кто из них? Все может быть. Так, тяговая сила. Очень упрямые ослы, может быть, их вряд ли использовали, потому что, может быть, они сопротивлялись, хотя коровы. У меня нет знаний по этому вопросу, поэтому просто пальцем в небо. Ответ А – валы и буйволы. Ответ принят. С древнейших времен одним из основных занятий чеченцев являлось земледелие. Обработка земли в условиях голода требовала большого труда. Чтобы подготовить участок под пашню, нужно было освободить его от кустарника, леса и камней, разровнять, провести канавы для орошения. И скот являлся рабочей силой для обработки пахотной земли, перевозки грузов и людей. Основным видом рабочего скота у горцев были валы. Кроме того, чеченцы содержали и буйволов, особенно на равнине. После того, как вы все это рассказали, это стало очевидным ответом на этот вопрос. Четвертый вопрос. Как зовут первого чеченского миллионера? Абдурахман Автарганов, Умар Джабраилов, Тапа Чермоев, Арцу Чермоев. Очень хочется, я не знаю ответа правильного на этот вопрос, я порассуждаю, мне очень хочется сказать, что это Тапа Чермоев. Во времена его жил и мой знаменитый предок Мацеев, это мой прадедушка и прапрадедушка, и отец основателя 9 русско-чеченских словарей, это брат моей бабушки. Очень близок мне ответ Тапа Чермоев, давайте мы на нем остановимся. Хорошо, ответ принят. Первым чеченским миллионером был Тапа Чермоев, богатый нефтепромышленник из Грозного. Семья вообще предполагала, что он пойдет по военной линии, сделать столь же успешную карьеру в армии, как и его отец. Мальчика отдали на обучение в Николаевское кавалерийское училище, однако Тапа не захотел быть военным, его больше манила коммерция. Он головой погружается в нефтяной бизнес, и предприимчивый чеченец быстро создает собственную компанию по добыче черного золота, активно скупает самые ценные нефтяные участки и становится миллионером. Следующий, пятый вопрос. В течение какого срока необходимо было завершить строительство башни? 1 года, 2 лет, 3 лет, 5 лет? Я даже не знаю, как на эту тему порассуждать. Можно ли было построить башню в течение 1 года, учитывая, что это было, сейчас не могу вспомнить, как называлось правильно это строительство, но учитывая нашу национальную черту, как перфекционизм, мне очень хочется сказать, что это 1 год. 1 год? Да. Наверное, нужно было сказать всю жизнь, там еще один вариант должен был быть. Условие того, что строительство для чеченцев это вообще всю жизнь. Нет, мы в течение 1 года ставим этот дом, а потом всю жизнь достраиваем. Да, кстати, да. Ответ А принят. Строительство башни нужно было обязательно закончить за 1 год. Абсолютно верный ответ. Если оно затягивалось, род, заказавший башню, считали слабым. 6-й вопрос. Что возделывали традиционно в горной части республики в 18-19 веках? Пшеницу и проса, пшеницу, ячмень и овес, пшеницу и кукурузу. Я достоверно знаю, что в конце 18-го, начале 19 века это был расцвет сельского хозяйства в Чечне.
Это то время, когда часть чеченцев спустилась из горных районов республики, из горных районов на равнину. И очень много было даже на экспорт хлеба. И часть Северного Кавказа тоже поставлялась из Чечни. Мне очень хочется сказать пшеница, хотя если говорить о горной части, то я точно знаю, что там выращивали еще и кукурузу, потому что кукуруза – это та культура, которая не требует как бы большого объема земли, а в горной части этой земли было мало. У нас есть право на ошибку. Да. Давайте мы попробуем пшеницу и кукурузу. Да, давайте пшеницу и кукурузу. Ответ принят. В равнинной республике в основном возделывались пшеница и проса, а в горах ячмень, овес и пшеница. Для высокогорной зоны наиболее характерно было возделывание ячменя. Для горной – яровой, пшеницы и ячменя. Для предгорной с прилегающими равнинами – кукуруза, а для зоны сухой степи – проса. Проса у чеченцев, как и у многих народов Северного Кавказа, являлась наиболее распространенной полеводческой культурой, дававшей высокие и устойчивые урожаи. Это немного неверный ответ, но благодаря подсказке вы проходите дальше. 7-й вопрос. Какая самая высокая точка после Тебуло-Сымта в Чеченской Республике? Дикло-Сымта, Комито, Дона-Сымта, Маист и Сымта. Последний вариант мне даже будет трудно прочесть. Может быть, это и есть верный ответ, потому что мы не ищем легких путей. Нет. У нас был звонок другу, но это не тот вопрос, который бы я хотела ему задать. Может быть, по лаконичности? Комита? Красивое название. Кстати, да, это красивое Комита, название. очень лаконичное, красивое название. Оно достойно быть второй самой высокой точкой. Пусть будет вот Комита. смотрите, у нас Тебуло-Сымта, вот ударение, окончание, мта. Мта. Может быть, все же Дикло-Сымта или Дона-Сымта. Дон Асымта. Дикл. Пометуя о своем первом медицинском образовании, дикл очень похоже на диклофенак, обезболивающее. Дикл осмта. Тоже красиво. А первый. Да? Первый. Да. Ответ принят. Все эти вершины свыше 4000 километров, но вторым после Тебуло-Сымта является Дикло-Сымта. Абсолютно верный ответ. На чеченском он называется Дуклу-Лам, что переводится как «снеговой хребет». У подножия горы к северу находится селение Хуландой. В августе 1892 года немецкий путешественник Готфрид Мерцбахер первым поднялся на эту вершину. 8-й вопрос. Как называется башня, встроенная в скальную нишу? Кичахойская, Хаскалинская, Юкерчкилоевская, Башенкалинская. Что касается башен, это такая родная очень тема. Я думаю, для каждого чеченца очень здорово, что в последнее время в республике эти башенные комплексы, историко-архитектурные комплексы восстанавливаются благодаря нашему руководству. Ответа на этот вопрос у меня нет. Я бы вторую подсказку использовала. Звонок другу. Да. Алло. Ассаламу алейкум, Далика Дойл Берсхамиев. Это ведущий, интеллектуально познавательный телеграм «Эрудит». Беспокоит вас телерадиокомпания «Войнах». Значит, наша знакомая Айшат Басханова у нас на 8-м вопросе. Ей необходима ваша помощь. Можете ей помочь? Ну, постараюсь. Все, я передаю телефон. Берс. Да. Вопрос звучит так. Как называется башня, встроенная в скальную нишу? Варианты ответа: Кичахойская,
Юкерчкилойская, Хаскалинская и Башин-Калинская. Это 8-й вопрос, мне очень нужна помощь. Так, есть у нас скальный, там есть Пушколойский и Башенкалинская есть. Вот. Какой-нибудь из этих есть ответ? Есть, Башин-Калинская есть. Все, Дерес Хэл. Башенкалинская, она присвоена скале, да. Все. Хорошо, Дерес Хэл, Дерс. Очень Может, выручил. да, давай, вот. Дерес Хэл. Прислушаемся. Вариант Д. Башин-Калинская. Вариант Д. Ответ принят. Встроенные в скальные ниши башни типологически относятся к древнейшему виду построек. В горной части нашей республики подобные постройки располагались в скальных массивах на крутых каменистых берегах рек, иногда на очень большой высоте. А встроена в скальную нишу Башин-Калинская башня – это абсолютно верный ответ, Айшат. И 9-й, предпоследний наш вопрос звучит так. Какая картина Петра Захарова была написана первой? Автопортрет, портрет Тимофея Грановского, «Рыбак», портрет Андрея Муравьева. Хочется ответить сразу автопортрет, потому что это одна из тех картин, которая украшает стены нашего Национального музея Чеченской Республики. У нас есть и копия этого автопортрета, и подлинник. Я знаю, что очень много картин Петра Захарова украшают стены Третьяковской галереи. Вот. Одна из этих картин была передана Третьяковской галерее, тоже нашему национальному музею. Она украшает его стены. Какая из этих картин была написана первой, к сожалению, я не знаю, могу только гадать. Но совершенно точно все эти картины принадлежат перу Петра Захарова. Из тех, что я помню, здесь только 2 картины. Это автопортрет и «Рыбак». Эти картины мне знакомы. Я остановлюсь на варианте А. Хотя автопортрет в том виде, в котором мы его сейчас видим, это работа достаточно уже взрослого человека. Поэтому нет, вряд ли она была написана первой. 2 другие картины мне не знакомы. Я могу много рассказать о самом Петре Захарове. Не думаю, что мне это поможет. Вот. Пусть это будет «Рыбак». Ответ С. Ответ С. «Рыбак». Это окончательный ответ? Да. Ответ принят. В 1833-1834 годах Петр Захаров написал автопортрет. Он является первым из перечисленных работ. Немного неверный ответ, Айшат. Все, ничего. Но вы дошли до 9-го вопроса. Это, мне кажется, прекрасный результат. Я думаю, что всех ваших зрителей следует пригласить в Национальный музей Чеченской Республики для того, чтобы они посмотрели этот автопортрет, и если им придется отвечать на этот вопрос, у них был бы уже правильный ответ на него. Да, я думаю, после реконструкции им это вообще будет... Это сказка будет, Да. согласна. Также реконструируется сейчас и театр юного зрителя. Это тоже будет очень красивое здание. И благодаря нашему министру, можно сказать слова благодарности, вот в этом году начнется строительство и нашего нового здания, библиотеки для незрячих в том же районе, в котором мы сейчас находимся. Это будет современное, красивое здание, наполненное книгами и всем, в чем так нуждаются сегодня инвалиды по зрению. Прекрасно. Прежде чем к вам прийти, я очень вам благодарна за то, что вы меня сподвигли на чтение такого немалого количества литературы, которой я увлеклась, тоже благодаря вашему приглашению. И не скажу, что я приду к вам еще, это можно говорить. Вот. Но это было интересно, это очень интересный опыт, за который я вам очень благодарна. А почему? Можно в следующий раз прийти и попытаться? Не-не. Айша, Дейлайсхил, я горд, что вы пришли. Я благодарен вам. Спасибо вам за эту прекрасную игру. Дейлайсхил. Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит», и я ее ведущий Рамзан Абуев. Если вы хотите принять участие в нашей игре, пишите и звоните на номер, который вы сейчас видите на своих экранах. Адикюэл Машойл.